Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшейкшара. Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала инициативную группу по выдвижению в качестве кандидата в президенты лидера блока оппозиционных сил депутата парламента Аслана Бжаня. Ранее в ЦИК была зарегистрирована политическая партия Акзара, которая выдвинула в качестве кандидата руководителя партии Леонида Дзапшба. 22 января в Центральной избирательной комиссии Абхазии началась регистрация инициативных групп и партий по выдвижению кандидатов в президенты Республики Абхазия. Регистрация продлится до 11 февраля. Выборы президента пройдут 22 марта. Бжаня Аслана Георгиевича группа получилась такой многочисленной, потому что состоит из ветеранов войны, из общественных деятелей, из молодого поколения, из людей с разных районов Абхазии. Поэтому она получилась такой многочисленной. Очень многие люди изъявили желание в ней присутствовать. ЦИК нам дал уже подписные листы, сбор подписей. Начнем, наверное, с завтрашнего дня. У инициативной группы есть время до 11 февраля предоставить все подписные листы, этим мы и будем заниматься. Паспортизация населения Республики Абхазия близится к завершению. Все подразделения паспортного управления работают в штатном режиме и готовы к приему заявлений от граждан, которые по разным причинам все еще не успели обменять паспорт старого образца. В целом на сегодняшний день по республике выдано порядка 141 тысячи паспортов. Репортаж Алики Трапш. На сегодняшний день в паспортном управлении Министерства внутренних дел на обмен общегражданских паспортов принято от граждан в производство 148 106 заявлений. Порядка 141 тысячи человек уже получили главный документ гражданина Абхазии. 1927 готовы к выдаче. Процесс обмена общегражданских паспортов нового образца проходит без каких-либо трудностей. Все паспортные отделы республики работают в штатном режиме. Самыми активными оказались жители города Сухум, Гудаутского района и Гагрского района. Более 44 700 паспортов получили жители столицы. 24 529 граждан получили паспорта в Гудаутском районе и 27 130 бланков получили в Гагрском районе. При замене паспорта немаловажно присутствие наличия домовой книги, потому что необходимо учинить штамп печати как в домовой книге, так и в самом паспорте. Кроме этого, в домовой книге производится соответствующая запись о выдаче нового паспорта с указанием его номера. Сегодня уже нет больших очередей при сдаче документов на обмен паспортом. Инспекторы обрабатывают данные граждан с 9 утра до 6 вечера. Новый паспорт готовится в течение 3-5 дней, если в наличии все необходимые документы и они не нуждаются в спецпроверке. Выдача готовых бланков также проходит в обычном режиме. Паспортное управление Министерства внутренних дел также занимается оформлением вида на жительство, которое выдается иностранному гражданину или лицу без гражданства, постоянно проживающему в Абхазии. На сегодняшний день выдано 18 912 документов. Вид на жительство сегодня выдается иностранному гражданину, который находится в браке с местным гражданином при условии законного проживания на территории Республики Абхазия минимум год, при действующем разрешении на временное проживание. В упрощенной форме выдается вид на жительство лицам восточной части Абхазии при рождении на территории Республики Абхазия, а также проживание с 1999 года, 12 октября, не менее 10 лет. После получения этим лицом вида на жительство уже есть возможность получить вид на жительство членам его семьи. Такая же самая процедура осуществляется в отношении лиц без гражданства. К гражданам, которые по состоянию здоровья или в связи с ограниченными физическими возможностями не могут лично сдать базовый перечень документов в паспортный отдел, инспекторы направляются по месту жительства. Паспортное управление МВД обращается к тем, кто еще не сдал документы на обмен паспорта и не получил уже готовый документ, сделать это как можно скорее. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Танкисты российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Абхазии, провели соревнования за право представлять соединение на конкурсе «Танковый биатлон» среди военнослужащих 49-й общевойсковой армии, сообщает пресс-служба ЮВО. В марте текущего года выявленные 2 лучших экипажа базы будут бороться за право участия в состязаниях лучших танкистов ЮВО. Мероприятие проводится в рамках подготовки к армейским международным играм армии 2020.
Как мы уже сообщали, накануне двое жителей села Псху 14 и 16 лет были доставлены вертолетом МЧС в Сухумскую инфекционную больницу с признаками отравления. Молодым людям была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас они находятся под наблюдением врачей. Специалистами устанавливается диагноз и причины отравления пациентов. Подробности в нашем следующем репортаже. Температура под 39 градусов, боли в мышцах, отечность лица. С такими жалобами были срочно доставлены двое жителей села Псху в возрасте 14 и 16 лет в Сухумскую инфекционную больницу. Как выяснилось, молодые люди чувствовали себя нехорошо на протяжении нескольких дней и проходили лечение у местного доктора. Пациенты рассказали, что проблемы со здоровьем у них начались после употребления в пищу мяса домашней свинины. Свинину поели дней 20 тому назад, и после этого, значит, 3 дня, как они почувствовали недомогание. Но ели не только они, там было человек 15, которые употребляли в пищу. Мы их спрашивали по поводу тех 15 человек, они сказали, что они, по крайней мере, чувствуют себя удовлетворительно, и ни у кого не было никакой симптоматики. Так как мы сразу не можем здесь проверить наши анализы, которые необходимы для подтверждения диагноза трихинеллез. Значит, мы их послали, эти анализы они сдали, сегодня уже будут у нас результаты. Трихинеллез – это паразитарное заболевание, острое течение которого может иметь серьезные последствия, если вовремя не обратиться к специалистам. Оно чаще всего выявляется у диких животных – барсуков, кабанов, лисиц и медведей. Однако в последние годы диагностируется и у домашних свиней. Человек может заразиться трихинеллезом только лишь при употреблении сырого или плохо обработанного свиного мяса или сала с мышечной прослойкой. Мы подтвердим или исключим этот диагноз. Но клинические анализы, то есть общий анализ крови, общий анализ мочи, капрологию, это все мы сдали здесь. Значит, клинику, ту, которую сдали здесь, значит, по анализам, у одного из пациентов, значит, иозинофилез, это говорит, что какая-то реакция аллергическая, да, это может быть трихинеллез, но еще не подтвержденный, а у другого пациента, значит, анализы в норме. К сожалению, своевременно выявить трихинеллез у домашних животных практически невозможно, так как заболевание протекает без симптомов. И проверить мясо можно только при помощи специальной экспертизы. Тщательная температурная обработка мяса не всегда помогает избежать проблем. Возбудитель очень устойчив, выдерживает температуры, высокие температуры, поэтому вот здесь вот проварка здесь однозначно вопроса не решает. Потому что есть личиночная стадия, половозрелая стадия, значит, нематоды, возбудитель здесь в данном случае нематода. Значит, и человек подвергается такой опасности, сильнейшая аллергическая реакция там и так далее, особенно аллергичные люди. По словам специалистов, трихинеллез не передается от человека к человеку. В случае подтверждения данного диагноза у молодых людей специалистами будет проведено необходимое лечение. А пока врачи делают все необходимое для улучшения состояния пациентов и продолжают выяснять причины их заболевания. Гугуса Вардания, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. С 27 января по всей территории Абхазии введены веерные отключения электроэнергии. Как временное отсутствие электричества сказывается на жизни сухумчан, работе учебных заведений, городского общественного транспорта, узнавала наша съемочная группа. Репортажи Эсмы Голанзе. В течение электричества почти все сухумские троллейбусы будут делать вынужденную остановку по маршруту. Кроме транспорта, следующего по направлениям Старый поселок и Новый район. Он будет временно переключен на другую линию. Как нам сообщили в троллейбусном управлении, график движения троллейбусов будет продлен с 20:00 до 20:30 часов вечера. Несмотря на неудобства, связанные с введением веера, поток пассажиров не снизился. Не должно меняться, потому что народ без троллейбуса оставит город тоже не получится. Меньше пассажиров не стало? Нет, меньше пассажиров. Почему Всё должно? так же, Так же, как обычно. Работаете в обычном режиме, да? Работаем в обычном режиме. В обычном режиме продолжают свою работу и городские хлебопекарни. Однако, чтобы население не испытывало дефицита хлеба, пекарни вынуждены производить больше продукции в те часы, когда есть электричество. Утром, правда говоря, не хватает хлеба, у нас чуть
обстоятельство такое, что выключают в 4 и до 6. А вечером мы как бы смотрим и за это делаем чуть заготовки. У нас также покупатели, наши клиенты всегда приходят, и нормально у нас с этим всегда. Что касается горожан, то, конечно же, ограничения на подачу электроэнергии вызывают у людей массу проблем, так как весь быт обустроен на электричестве. У меня 3 детей, семья большая, очень плохо, без света, нет обогревателей, у нас нет газа. В Абхазии это противопоказано вообще. Городские учебные заведения продолжают свою работу в обычном режиме. В 4-й Сухумской школе учебный процесс проходит в 2 смены. Отключение света в дневное время и школьники, и учителя переносят нормально. Мы сидели, уроки учили, а нам абсолютно не мешало то, что света не было. Нам было тепло. Вечером отключили свет, но мы продолжали уроки, и нас, когда свет пришел, забрали родители. Классы у нас теплые, светлые, тепло сохраняется. Но вот в вечернее время с 7 до 9 я считаю, что это очень мешает учебному процессу, потому что дети не успевают подготовиться к уроку, выполнить домашнее задание. Верные отключения не только приносят неудобства горожанам, но и негативно сказываются на состоянии и без того обветшалых линий электропередачи и оборудовании всей энергосистемы. В связи с чем хочу обратиться к населению города Сухум. Не нужны электроприборы, в основном уличное освещение днем и ночью в многих в частном секторе горят, те, которые совершенно не нужны ночью. И отопительные приборы по мере возможности, чтобы они отключали, уходя с дома. Это намного облегчит нашу работу и сохраним свое оборудование. А в противном случае мы можем вообще остаться без света на долгое время. Режим верных отключений введен в связи с критической ситуацией в Джварском водохранилище, где понизился уровень воды. Вопрос организации перетока электроэнергии из России находится в стадии решения. Эсма Гуладзе, Дэвид Анкваб, Абхазское телевидение. Мы продолжаем прямые эфиры с участием общественных деятелей, политологов и экспертов. После информационного выпуска Амшейбшара в рубрике «Тет-а-тет» смотрите интервью с депутатом Народного собрания Абхазии 5-го созыва Ахре Кокоскир. И в завершении выпуска о погоде. По информации Гидрометцентра, в Абхазии ожидается облачная погода, временами умеренный дождь, переходящий в ливневый дождь. В предгорьях и горах снег. Температура воздуха ночью 3-8, днем 6-11 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.